no tere õhtust, kallid sõbrad. Siin me oleme. Õppija räägi minuga jälle eetris ja 6. nädal. Tere, Einar. Kuula veel teid, pange mikrofon sisse, siis me kuuleme teid ka, Einar. Välja, sisse lülitada mikrofon. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами уже на одной волне. Tere, jah, Einar veel sisse. Nüüd ma olen siin. Tere õhtust. Mul siin arvuti vahepeal natukene viigurdas. Ja, tere õhtust. No kus te olete? Kus te olete praegu, sõbrad? Kus te praegu asute? Где вы сейчас находитесь? Где вы находитесь, дорогие друзья? Сегодня очень интересная тема. По многочисленным просьбам и письмам мы снова берем тему долготы, потому что наши замечательные ученики хотят еще лучше, прочнее, глубже разобраться в этой теме и, в частности, разобраться в том, а хорошо, я чувствую, я наконец-то, я слышу, я уже начинаю произносить, я чувствую разницу, особенно между второй и третьей. Но я не понимаю, а если я читаю, как мне на письме, вот я читаю текст, я читаю новое слово, как мне тут разобраться, где первое, где вторая, где третья. Напишите, пожалуйста, друзья, интересна ли вам эта тема. Мы сегодня ею хотим заняться, а вдруг на самом деле большому кругу это неинтересно и не так важно. Или важно что-то другое. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этом. Первая, вторая, третья долгота, как их различить? Есть ли какие-то закономерности? Можно ли какие-то правила? Вот если это, то обязательно будет первая долгота. Если вот это, то обязательно вторая или третья. Сегодня попробуем в этом разобраться, но от вас ждем, конечно же, ждем обратной связи. Хотим узнать, действительно ли это вам важно и интересно. Tere õhtust, kõik kirjutavad tere õhtust. Vaadake, no. Все получается. Так, дорогие друзья, и еще у меня к вам такой вопрос. Ikka huvitav, kirjutab Владислава. Ikka huvitav. И у меня к вам такой вопрос. Да, Наталья, понравился семинар на эту тему в сегодняшнем уроке, а мы хотим эту тему развить. Да, Олег, Наталья, а не хотите ли вы к нам запрыгнуть в Zoom? Напишите, пожалуйста, напишите мне личное сообщение. Если у вас в рабочем состоянии камера, микрофон вашего устройства, то мы будем рады вас увидеть прямо в нашей, так сказать, мини-студии. Пожалуйста, Олег, Наталья, вижу, что вы активны. Пожалуйста, Владислава, тоже, пожалуйста. Я сейчас вам отправлю личное сообщение. Жду от остальных. Тогда еще ответ на вопрос. Пожалуйста, скажите, а вы различаете на слух уже вторую и третью долготу? Правила наверняка помните. Так. В общем, а вот различаете ли и произносите ли? Получается ли? Давайте вот такой вопрос. Получается ли у вас на слух различать вторую и третью долготу и произносить? Произношу, слышу. Пожалуйста, вот такие ответы мы бы хотели от вас услышать. А я сейчас уже пишу нашим участникам, которые, как говорится, помахали, дали знать. Если получится, пожалуйста, присоединяйтесь. Буду сейчас искать и Олега. Наталья уже отправила приглашение, Владиславе сейчас отправлю. И Олегу тоже. Посмотрим. Здравствуйте, друзья. Видите, если вы активны, если реагируете мгновенно, есть шанс оказаться прямо у нас здесь в Zoom.
Кто может? Понятно, что это экспромт. Кто может, пожалуйста, приходите. Будем очень рады вас. Хорошо. No nii, aga lähme nüüd asja juurde. Давайте... Lähme asja juurde. Võtame härjal sarvist. Да, давайте сразу. Во-первых, хочу сказать, что большие молодцы те, которые учатся. Очень я просто так радуюсь, когда вы берете себя в руки, немножко отстаете, а потом все-таки догоняете. И вы уже держите вот такой тайм-менеджмент очень четкий. Я просто вижу, что вы взяли этот темп, это обучение, свой план дневной, недельный план, долгосрочный план взяли в свои руки. Так, я вижу, что кто-то присоединяется, не знаю кто. Алина написано. Mina näen Alina nime siin. Vaatame, kes see Alina on, saame tuttavaks kohe. И тогда приступим, уже у нас подготовлена прямо презентация. Будем с вами начинать. Ну, как только Алина уже зайдет, я смогу туда. Вначале я, может быть, давайте. Скажу. Что такое такая долгота? Значит, очень важно понять, что долгота – это не просто в прямом смысле долготы, длительность звука или слога. Долгота – это в эстонском языке явление, которое выражается как раз в динамике, в том, как у нас инерция первого ударного слога перейдет на следующую часть слова. Вот это ключ всего этого дела. Так что сначала, все время не думайте, что длительность, не думайте, что долгота. Конечно, долготные отношения между слогами, они важны, но они образуются как результат правильного направления инерции. Значит, все в том, как вы можете, как вы умеете сделать свое ударение. Или то он бросковое, или толчковое. Вот, то есть на самом деле, если мы помним, что быстрое мгновение ударения на первый слог, на первую гласную, то вот долгота, она зависит от того, где и как мы будем отдыхать после вот этого броска. Да? И бросок, мы всегда помним, что это еще помогает бросок подбородком. Да? Где и как мы отдохнем, на чем мы будем опираться. Либо в начале слова, как бы слова, в середине. Слога, первого слога, да. Или перейдет опора на второй слог. Вот тут дело. Разница между первой и третьей долготой. Ну, давайте сейчас к делу. И уже памятуя, что все-таки наши ученики сейчас не с нуля, уже что-то знают, да, мы сейчас делаем шаг следующий, поскольку и большой семинар был, запись семинара была в уроке, мы сейчас идем дальше. Отгадай долготу на письме. Именно так мы ставим эту задачу. Можно разобрать, как можно определить, читая, да, видя состав слова, буквы, да, сочетания, как можно понять, что же это за долгота. И тут мы подобрали на картинке. Вот это бросок, да, когда бросил и отпустил, да, бросок, бросил, отпустил. Если будем держать, то не получится броска, не улетит.
вот в данном случае диск или мячик. И второй вид – это толчок, да, когда мы держим темп, сила, не отпускаем до конца первого слога, держим напряжение, соответственно, более энергичный получается, да. Два вида ударения, бросковое и толчковое. Бросковое относится к первой и третьей долготе, толчковое ко второй. Давайте сейчас посмотрим. Первая долгота, ее признаки. Значит так, это бросок и соотношение слогов, условно говоря, да, это кроме динамики. Сначала короткий первый слог, второй длинный, произносится длинно. Не всегда он длинный, не всегда там удлинение произносится длинно. В этом весь секрет эстонского произношения. Что еще на экране вы видите? Гласные сменяются согласными. Нет сдвоенных звуков, нет дифтонгов, да, сочетания а, и о, да, нету этого. Нету одна гласная, один согласный. Вот такое правило. Как минимум два слога. Если это слог, то это не может быть в первой долготе. Хотя, если бы мы шли бы от логики, что главное, что первая долгота – это коротенькое все, нет. Односложно на самом деле перемещается в третью долготу, об этом уже, но в первой долготе должно быть как минимум два слога. И в середине слова нет ПТК, да? А могут быть ПТК. Почему не может быть ПТК? Кто помнит? Они сильные согласные, да? Сильные. И значит, мы на них опираемся, и они удваиваются, даже если написана только одна согласная. Одна П, одна. ПТК нет, не должно быть. Не должно быть в первой долготе. Если увидели в слове, в середине слова ПТК, это точно не первая долгота. Вот такие вот, то, что отмечено красным, это особенности. Вот только в первой долготе такие особенности. Потому что вот второй признак, минимум два слога, есть еще и в других долготах. Он важный, но не является исключительным. Давайте сейчас с вами попробуем, вот к нам уже все присоединились, кто мог, присоединился. Вот это примеры первой долготы, и здесь есть ошибки. То есть здесь есть слова, которые к первой долготе не относятся. И мы попробуем сейчас разобраться с этим. Пожалуйста, Владислава, можете включить микрофон, если можно. Включите микрофон, ну и камеру, если можно. Да. Владислава, скажите, пожалуйста, где здесь ошибка? Вернее, ошибка, правильно написано слово, но оно не относится к первой долготе. И всем остальным тоже в Фейсбуке такой вопрос. Какая вот сина? Это правильно? Первая долгота. Думаю, Исси не относится. К первой сина, да, мина тоже первая. Исси не относится, верно. А почему? Правильно. Почему не относится к первой? Что здесь не так? Ну, 2С как раз... Совершенно верно, правильно. А вот оккас. Это первая долгота? Оккас. Здесь есть одна согласная, которая, смотрите, в середине слова не должно быть ПТК, а мы здесь видим К. И значит, что произносим сдвоенно, опираемся на него. Значит, не может быть на письме одна, но в произношении сдвоенно, сильная согласная, значит, оккас
Не может быть. Не может быть первой долготы. А касть может быть первой долготы? Касть. Касть. Владислава. Какие есть предположения? Ну, вот как-то немного похоже, как Исси и Кашт. Да, у нас две согласные рядом. СТ. Да? Это не может быть. Иначе говоря, мы пришли к выводу, совершенно верно, что последние три слова не входят, они не в первой долготе. А в какой они долготе, Эйнар? Что это за слова мы писали? Я дополняю, касть не может быть первой долготы, так как здесь только один слог. Вот это самый главный признак. Угу. Меня было слышно? Да, совершенно верно. Но тут еще и второе правило, две согласные рядом. То есть мы... Да, но это уже второстепенно. В том случае, если есть один слог только. Это не зависит уже, не влияет. А я, может быть, теперь произношу эти слова. Да, пожалуйста. Да. Сина, мина, тере, эма, исси, окас, касть. Слышали? Исси не может быть. Хотя первый гласный короткий, но так как долгота является значит, признаком всего слова, не только ударного слога или одного звука. Исси, окас, касть. Эма, тере, мина, сина. Значит, с максимальной скоростью старайтесь делать ударение и первый слог, ударный слог. Эйнар, ну если это не первая долгота Исси, то какая? Исси – это вторая долгота. Окас тоже вторая долгота. Касть уже третья. И именно третье, что в третьей долготе односложные до третьей долготы. То есть он не мог быть никак во второй, да? Да, не второй, не первый. Не первая. Итак, самое главное, давайте еще раз повторим, самое главное это гласные сменяются согласными, нет слойных звуков, нет дифтонгов, минимум два слога, если один слог, то это точно будет третья долгота, и в середине слова не должно быть ПТК. Да? Мы в слове «исси» видели две «с», мы видели «окс», мы видели «касть», «ст». Все исключает возможность первой долготы. Первая долгота короткий первый слог, второй длинный, да, быстрое ударение и расслабление, бросок. Бросок. Тут же начинаем расслабляться с первого слога. Но теперь уже вторая долгота, она для многих, для меня. Я попросил бы, Владислава, вас, попробуйте вы тоже высказать эти слова первой долготы теперь. Сина, мина, тере, эма, исси, окас, касть. Лака, Илюш, тугли. Немножко, да, может быть, немножко немножко глубже его, оно не послушалось, немножко серединное. А если оно откроется еще, да, опустится ниже. Да? Тут смелее постарайтесь расслабиться. Сина, мина, тере, эма, исси, окас, касть. Эма oli väga ilus. Väga, очень красиво звучало эма.
То есть надо опереться. Вот мы здесь, если мы говорим об опирании, то в слове сина, ина, тере, эма на последний гласный опираемся. И расслабляемся, да? А что такое расслабляемся, расслабляемся? Действительно, еще и тон понижается. Сина. Да? Сильно. Тяните, не обрывайте. Да? Сина, мина. Вот. Фина. Спасибо. Идемте дальше. Ход тона, чтобы тон немножко падал, это тоже помогает для того, чтобы стало расслабление во всем слове. Так что старайтесь всегда эстонские слова произнести падающим тоном, исходящим тоном. Это такая общая, очень удобное такое дело. Да, мы даже, помните, гласные произносили даже просто длинную гласную с расслаблением, чтобы уже ниже, да, такой вот на расслабление, на понижение. Ну, идемте дальше. Aitäh, Владислава. Nii. Давайте посмотрим дальше. Вторая долгота. Толчок, да? Энергичный толчок. Соотношение слогов 2 равных по ритму, 2 на 2 или 1 к 1. И при этом вот этой энергии хватает на второй слог достаточно. Да? То есть они вот 2 таких, я бы не сказала, что равных удара, но по времени, по длине одинаковые. Первый удар, конечно, важнее. Итак, в середине слова есть одиночный ПТК. Вот если одиночное в середине слова ПТК есть, значит, это точно будет вторая долгота. Как минимум 2 слога, мы уже такое правило видели в первом, да? Если один слог, сразу помним, это отличительное свойство третьей долготы. Если 2 слога, то это может быть или первая, или вторая. Есть сдвоенные гласные или согласные, но кроме ПТК, потому что если они будут, опять же, сдвоенными ПТК, то мы получим что? Мы получим третью долготу, ничего не поделаешь. Есть дифтонги или разные согласные. И вот теперь особенности, о которых мы раньше никогда не говорили. Глаголы, в которых есть внутри та, ста или да. Вот тут я попрошу Инара объяснить, что это за такие слова. Очень. И во второй долготе. Как произносится? Здесь мы встретились со словами, значит, да, глаголы. Слова, где суффиксы та, ста или да, это такие. Armastada, kirjutada, õpetada, или, если сказать словарную форму, armastama, õpetama, kirjutama, kindlustama. И почему тут у нас всегда вторая долгота? А потому что второй слог в таких словах оказывается закрытым. То есть это суффикс «та» или «ста». Тут в суффиксе «та» у нас в начале удвоенный звук гемината «те», да? «Kirjutada», «õpetada». И вот при таких условиях у нас оказывается, что для того, чтобы высказать целое слово, мы требуем, нам нуждается больше энергии для того, чтобы довести слово до конца. Если я говорю, например, karjuda, karjuma,
То есть второй слог открытый, значит, кончится на гласный и следует короткий. Один только согласный. Карюма или карюта. Карюма, карюта. Это слово не требует особой энергии для того, чтобы довести до конца в произношении. Но если у меня кирью-тата, кирью-тама, то вы слышите, в середине там это «т», гемината, удвоенный звук, кирют. И для того, чтобы я чисто могу произнести это «т» правильно, не кирью-та, а кирью-та, не надобится больше инерции от первого слога. Для того я даю толчковое ударение. Кирью-та-та, кирью-та-та. Слышите? Я как бы делаю первый слог более быстро, энергичным толчком, доведу ударение до конца слога. Кирью-та-та. Слышите, уже тон падает, энергия падает. Карюма. Но кирью-та-та. Интенсивное ударение на первом слоге. И часть этой силы в виде инерции пойдет на второй слог, на конец второго слога, и там я опираюсь свободно, это хоть много, хоть долго я могу встать на этом конце слога, кирью, это там не важно, там не бойтесь, что слишком долго будете сидеть на там «т». Это свободно можете там остановиться, ну, остается впечатление, что вы думаете, что сказать подальше. Кирилл, Кирилл, ну вот таким образом, тут я вам уже успел объяснять, почему вообще в эстонском языке стало такое явление, как толчковое ударение и вторая долгота. Это очень-очень-очень такое ну, это очень своеобразное явление в языкознании, но в остальных языках, но четко такого нету. Есть, конечно, другие явления, где может быть ударение, вид ударения, менять смысл слова, но такого динамического ударения я не знаю больше. То есть это на самом деле трудно? Трудно? Раз это такое редкое явление, оно трудно ее? Но это удобно. По-моему, это очень удобно. Очень удобно. Значит, мы можем, в эстонском языке мы можем минимальным количеством звуков получать довольно много различных значений, различных слов. Значит, и это вы видите, у нас только 11 своих согласных, а ни в коем смысле нет у нас более бедный язык, чем, например, русский или английский или немецкий. То есть благодаря вот этому динамическому, да, и смене долгот в результате чуть-чуть что-то меняется, и мы получаем, что это ятис, правда, это не про вторую долготу, но все равно ятис и ятис. Да, все такие явления. Вот да, все, то есть это... Все о том, о чем мы здесь теперь уже несколько семинаров уже с вами разговаривали. Ну вот на самом деле, зачем мы в это
так много и времени уделяем, и внимания, собственно. Зачем это нужно? Ну вот если вам нужна легкость, если мы с самого начала, друзья, договариваемся, что родной язык не страдает, что мы его не перечеркиваем, не пытаемся вас переучить и переделать, перелицовать. Наоборот, родной язык остается таким, какой он должен быть. А новый язык, который вы изучаете, становится для вас настолько близким, максимально функциональный билингвизм, да? То есть чтобы он был близким, легким для вас, автоматизированным. Вот это то, чего мы хотим. И ключевой момент – интегральное качество эстонского произношения, долгота, конечно же, здесь имеет важную роль. И мы и так, и по-другому, и с другой стороны, еще раз будем об этом говорить. А тем временем, если вы выполняете упражнения шаг в шаг, может быть, иногда отстаете, но потом догоняете, с каждым днем ваше произношение улучшается, и еще до произношения улучшается ваше понимание речи на слух, потому что именно вот в этих тонкостях, собственно, смысл. Ну и потом, мне кажется, это действительно вдохновляет, когда ты знаешь, что сможешь овладеть, даже будучи взрослым, овладеть языком, который ты учишь, практически в совершенстве. Вот поэтому мы с вами все еще рассказываем, и общаемся, и говорим о... И наша цель совсем не в том, чтобы вы что-нибудь не стало, сразу стали безакцентно, совершенно красивым эстонским произношением говорить, хотя это тоже прекрасно и совершенно возможно. Но главное то, чтобы вы с самого начала учили на правильных основах, и чтобы не было, надо было потом уже, когда вы весь эстонский язык уже освоили, переучивать все. Нет, это будет гораздо труднее потом уже. А сразу с самого начала вы будете овладевать правильными навыками. Абсолютно верно, Эйнар. Я хочу сказать, что я в качестве подарка очень часто на курсах адаптации, уже после курса, после того, как основная часть семинара проходит, предлагаю тем, кто совершенно не знает, впервые, вернее, говорит, что мы совсем не знаем эстонского, мы учим первые 100 слов, это те самые 100 слов, которые полюбились нашим ученикам, и они их с удовольствием повторяют и выучивают, да, те, которые похожи, которые по значению тут же можно о них догадаться. Я хочу сказать, Эйнар, что буквально сразу я слышу правильную «а», слышу правильную я слышу правильное эстонское произношение тут же, когда по ходу объясняю, а почему не билет, а билет, почему не салат, да? И это вдохновляет. На самом деле можно с самого начала говорить правильно. Ну, давайте пройдемте дальше, как говорится, давайте пройдемте дальше. С нами тут совсем недавно присоединилась еще одна наша замечательная ученица Есения. Надеюсь, она сможет включить и камеру, и микрофон. А здесь у нас примеры второй долготы. И здесь есть ошибки. Есть те слова, которые не произносятся во второй долготе, что там, но вы, если еще раз посмотрите внимательно, должны будете технически, логически, внимательно догадаться, какое из этих слов не относится к второй долготе, потому что там есть признак исключающий вторую долготу. Ну что ж, сейчас посмотрю, кто к нам пришел, присоединился. Посмотрю, Есения, хочу увидеть вас. Вы с нами, здравствуйте. Здравствуйте, включайте микрофон.
Давайте представьтесь. Вы с Tere, нами. Jesenia. Tere õhtust. Minu nimi on Ksenia. Ma olen ukrainlane, aga täna ma elan Eestis Mardus. Мартуш. Мартус, вот Тупли, Есения, как ваши дела? Расскажите, пожалуйста, как идет ваш курс? Вы очень ответственна, и всегда я наслаждаюсь вашими отчетами. Вы знаете, не всегда получается так, как бы хотелось, да, есть во мне немножко перфекционизма, но максимально стараюсь. Я начала изучать эстонский язык с марта месяца, с вами уже была на первом курсе в апреле, второй ваш запуск был в апреле, но не совсем осознала, да, вот что-то взяла, а что-то где-то оно у меня пропустилось, ну, мозг мой отфильтровал, как через сито. И второй раз, когда я понимаю, что я, например, вот я все равно продолжаю слушать, и я не слышу многого, я решила окунуться снова, где-то что-то я упустила. Соответственно, сейчас уже, зная, да, какую-то базовую лексику, мне уже намного легче, то есть нагрузки идет меньше, да, на лексике, то есть я могу больше углубиться и отработать, там, прочувствовать во рту себя, там, каждое слово, каждую букву. Легче, и гораздо легче стало слушать. Единственное, все равно медленнее, вот мне нужно очень медленный разговор. Если бы я вот поставила запись на 0,75, было бы вообще все понятно. Скорость воспроизведения. Но это все правильно, так и должно быть. Медленное, этот путь уже к быстрому. Не торопитесь, это нормально, это хорошо. И всегда можно и в разговоре попросить говорить медленнее или выбирать с самого начала сказать, да. Я думаю, что все пойдут вам навстречу и не будут переходить на русский. Или это какой-то другой язык. Хорошо, Есения, попробуйте отгадать. То есть вы сейчас только зашли к нам. Смотрите на экран, правила еще раз посмотрим. Кто-то, наверное, уже сейчас, который смотрит в Фейсбуке, уже очень хотят сказать, что же там, какое же слово не выходит во вторую долготу. Давайте еще раз в середине слова «одиночество». Я с вами сначала присутствую, сначала Сейчас зашли. Ну хорошо, давайте попробуем. Я сейчас попрошу Эйнара прочитать. Правильно. А Herra, вы так... proua, käpa, appi, Eesti, Hiina. Знаете, что скажу? Мне вот на слух аппи, мне кажется, что это третья долгота. И слово эйсти мне тоже почему-то кажется, ну, на ощупь, вот интуитивно кажется, что это третья долгота. Нет, тут вы ошиблись. Аппи, действительно, аппи. Аппи – это единственное слово здесь, в котором третья долгота. Eesti, видите, здесь два и два согласные ст тоже, но это не мешает тому, что все-таки тут звучание второй долготы Eesti. Значит, в середине слова может быть 2, 3 или даже 4 согласных. Это ничего не мешает. Эйнар, а можно попросить произнести, скажем так, неправильно и в третьей долготе это слово? Да, попробую. Herra, proua, käppa, appi, это уже было. А вот именно Eesti, вот именно Eesti. Eesti, Hiina, Eesti. Рядом, правильно, неправильно? Третье. Eesti. Eesti. Тут надо следить, чтобы не было Eesti с коротким «э». Все-таки должно быть 2 «э», Eesti.
а держать ударение до конца первого слога, значит, до конца «с», «эсти». «Эсти». То есть вот если я произнесу так, «эсти», Да, это будет третья долгота, и это будет правильно. Вытягивается, «с» вытягивается, и получается третья долгота. Да. «Эсти». Да? Уже не остается ударения, энергии инерции для второго слога. А нужно «эсти». «Эсти». Да, спасибо. Очень хорошо вы высказываете, вы произносите. То есть очень четкое понижение также тона на «эсти». «Эсти». Помните скорую помощь? Да-да, да, да-да. Если я много раз буду повторять это слово, «эсти», 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 «эсти». «Эсти», 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 «эсти». Ну вот. Проua, проua, проua. Härra, härra, härra. Härra, proua, härra, proua. Такой ритм получается. А вот «аппи» не получится так, потому что все тут мы хромаем, да? Да. Ритм совершенно другой. Есения, хотите что-то спросить? Спрашивайте. Нет, я просто про себя произношу уже с таким с эффектом скорой помощи, где получается, а где не получается, где созвучно, где созвучно. Да. Вот этот вот как камертон в голове, да, который помогает. И на самом деле давайте посмотрим еще. Вот есть описание. И вот поскольку мы все-таки откликаемся на ваш запрос, очень часто эти запросы, попытка разобраться до конца. Это правильно, это здорово, это любопытство, это желание раз и навсегда до конца выстроить логику. Но логика есть. Но если мы будем от логики идти, от грамматики идти, вы от этой записи, то, что вы сейчас видите на экране, никогда не придете к произношению и к владению этим языком. Хотя это интерес. Согласитесь, это интерес. Вторая долгота в словах без смены ступеней. Второй слог заканчивается двумя согласными. Или гимната, или две разные согласные. Вот давайте мы это выучим даже, но это же нас вам никак не поможет. В то время как, вот я сейчас попрошу Эйнера произнести, да, хобмик, леммик, тырвиц, вы почувствуете вот эту энергию второй долготы. Вот это вот скорая помощь, да, которая спешит, которая должна сделать очень четко все. Палунейнер. Да. Очень хорошее слово еще «ленук». Я сначала скажу «ленук», самолет, «ленук». Теперь продолжаю. «Хомик», «лемик», «kõrvits», «tüdruk», «hunnik», «seelik», «tuulik». То есть не селик, не тулик, да? А вот именно селик. Селик, тулик. Конечно, не селик и тулик. Это было бы уже первая долгота. Или если сказать эти первые слова «хомик» одним «м», но мы выдерживаем ударение до конца слога «хоммик», «леммик», «kõrvits», «tüdruk», «hunnik», «seelik», «tuulik». Попробуйте произнести. Hommik, lemmik, kõrvits, tüdruk, hunnik, seelik, tuulik. Почти. Это было неплохо, но еще, как я сказал, немножко энергичным ударением. Все-таки здесь была опасность, что немножко хочет как бы вытягиваться первый слог, но немножко быстрее. Хомбик, леммик. И спокойнее опирайтесь на конце второго слога. Хоммик. Lemmik, kõrvits. Lemmik. Lemmik. Lemmik.
тютрюк, Мгм. хунник, селлик, туллик, Короткий Л. Селик. Тулик. туллик, Тулик. Мгм. Вот. туллик, Селик. Тулик. Мгм. селлик, И туллик. вот что характерно для эстонских смычных, то есть в русский они называются, куда же сегодня говорили, Наталья, только аппи, куда ж, Смычные, шумные они, нет, взрывные. взрывные. Взрывные, да. В эстонском они не взрывные. Они могут звучать с долгим опиранием, с долгой опорой. Hommik. Значит, слышите, я долго сижу на этом «к», а потом открываю. Лemmik. Kõrvits. Ну, опираю на «с», да. Не опираю на «т», но открываю рот на «с», уже после «с». Kõrvits. Tüdruk. Hunnik. Seelik. Tuulik. Слышали, там на конце звучит Воздух. «да», да. Это не специально. Это не специально я делаю. Я просто открываю рот, и немножко у меня осталось воздуха во рту, это выходит. Леннук. Леннук. Вот напомните, это слово, очень нужное слово, леннук, самолет, да. Леннук. Леннук. Мгм. Леннук. Väga ilus, väga ilus. Oi, kui ilus. See oli, bravo, see oli ilus, puhas eesti aktsent juba täiesti. Вот это те моменты, которые нужно в себе запомнить, да, закрепить, еще раз произнести, почувствовать. Это совершенно другое, чем в русском, да. Вот я и сегодня утром читал одну книгу на финском языке, и там говорили о фонетике, да, и там тоже было сказано, что вот К, П, Т, они как бы не могут быть, ну, они, ну ладно, это не важно, я не найду. Öelge eesti keeles, ma tõlgin ära. Seal oli see, et see oli tegelikult rahvusvahelise niisuguse foneetika käsitluse ehitus Kalevi Viigisulest ja seal oli mainitud, et häälikud KPT, et nad ei saa olla. Ei, see oli siiski venekeelne. Vabandust, ma ajasin nüüd segami. See oli üks venekeelne artikkel, mida ma lugesin hoopis. Aga ühesõnaga, küsimus selles, et для русского эти звуки ПТК, они не могут быть Взрывными? Наверное, да, взрывные, они как раз есть, но они не могут быть выдержанные. Значит, долгими. Да, они не могут быть долгими. Ну, вообще я согласна, потому что если вы попробуете не как бы замедлиться, не увеличивать потока, а замедлиться в произношении «п», вот попробуйте, там будет пауза. И все. Да? Пауза. Внутри пауза, там не слышно ничего. И если без хрипа, без какого-то напора пытаться это произнести, но мы действительно, когда идет гимината, настоящая такая длинная гимината, когда мы опираемся, то мы слышим маленькую паузу внутри, да, даже какое-то мгновение задумчивости какой-то в конце лемми. И потом уже последний выдох.
Правда ведь? Вот. В этом смысле, да, ничего, все логично. Мне очень нравится на самом деле во всем этом, чем еще ни разу не встречено в этой системе то, как объяснил Эйнар однажды интегральные качества эстонского произношения, все настолько гармонично. И еще раз хочу сказать, что эту гармонию надо понять через физику, через физическое, через природу, через то, что нам дано природой. Не то, что мы придумали, мы читаем, мы пытаемся сложить, значит, какое-то логические умозаключение. Это хорошо, когда у вас уже есть природа, уже есть произношение. Да, У вас получается. Люди все одним строением наших органов произношения. Просто немножко различно тренированы, затренированы. Да? А для этого мы сейчас тренируемся. Да, и чем больше, тем лучше слышно. Я вижу, что тут отвечают участники и пытаются отгадать, иногда ошибаются, но и отгадывают. И здесь появился вопрос, Эйнар, вот roheline. Это какая долгота? И предполагается, что первая. Да. Конечно, это первая долгота, так как здесь только один гласный и следует один согласный. Ха, короткий звук ха. Угу. Так что, Татьяна, вот вам ответ. Действительно, вы правы, совершенно правы. У вас уже и, понимаете, включаем и правое и левое полушарие, и восприятие мелодии динамики, целостное восприятие слова, и анализ, который у нас, естественно, в левом полушарии, да, если вы правша, включаем и получаем гармоничное освоение языка. Пойдемте дальше, посмотрим, что еще Эйнар для вас приготовил. Да? Давайте сейчас. Palun, Эйнар. Вот мы видим здесь Эдвел и Ленну, Ник и Сели, Кули. Да? А вот дальше вы замечаете, только не окончание лик. У нас было слова гунник, селик, тулик. Но тут я должен сказать, что все-таки есть некоторые слова, и их совершенно немало. Эти слова, где у нас суффикс на конце лик или ник. Здесь в словах гунник, селик, тулик, но чтобы вас слишком не чтобы не запутать вас. Да. Не запутать, да. Здесь, но это суффиксом является только ик. Только формально мы видим ник, лик, но в действительности здесь основа слова до этого и. Значит, ик. Тул, значит, ветер, тулик, ветряная мельница. Тул, ик. Но если у нас, например, охтлик, от слова охт, опасность. Охтлик – опасный. Кунстлик, от слова кунст. Это искусственный. Кунстник, художник, ник, личности выражает. Мыйсник, от слова мыйс. Как это по-русски? Усадьбы. Усадьба, да. Барин. Вот в этих словах всегда мы имеем третью долготу, но лучше думать, вы можете забывать эти три слова на конце, гуник, селик, тулик, а обратите внимание на слова леннук, коммик, леммик, кырвит, стыдрук. Вот они характерны в том смысле, что второй слог оканчивается или на гименату к, или на сочетание согласных
первиц. И вот в таких словах, как правило, мы произнесем, ну, ладно, произносим вторую долготу. Значит, нам здесь нуждается толчковое ударение. Это чтобы добежать до вот этого согласного сдвоенного или сильного «к», чтобы... Значит, ударение до конца первого слога. Хоммик, леммик, кырвиц, тютру, уйник. Значит, для того, чтобы этот второй слог получилось правильно, не хоммик, леммик, ткырвиц, чтобы хватало энергии, чтобы хватало инерции для правильного, четкого, красивого высказывания второго слога, мы тут делаем первый слог, значит, ударный слог мы делаем быстрым толчком. Вот это такое естественное необходимость, потребность. Да, это нам объясняет, естественное объяснение, почему в эстонском языке вообще-то когда-то появилась эта вторая долгота. Это своеобразное явление, своеобразный лад ударения, толчкового ударения, для того, чтобы правильно, без лишних усилий высказать второй слог. И вот вы видите тут вот как с ними быть? Арнольд, Эрик. Да, вот я хотел бы как раз сказать об этих именах, личных именах. Арнольд, Эрик, Evald, Феликс, Роберт, Роланд. Вот тут в этих последних трех, Феликс, Роберт, Роланд, вы видите только одна буква гласная, но это написание здесь только исходя из того, что как они пишутся в других языках, они заимствованные имена. Но Арнольд, Эрик, Эвальд тут уже совершенно нормальным образом, так как в эстонском языке в своих словах пишется начальный ударный слог, значит, есть долгий слог, долгий ударный слог, значит, или там два гласного, или как Эрик или Эвальд, или сочетание согласных р, н, в имени Арнольд. Хельмут на конце Т, значит, гемината Хельмут. И первое, мы не говорим Хельмут. Трудно было бы. Уже конец имени, последний звук Т стало бы как бы коротким, одиночным, да? Хельмут. Но Хельмут. Вот. То есть мы везде сейчас видим, можно я подведу итог? Смотрите, второй слог во всех этих словах заканчивается двумя согласными, и это гимената или две разные согласные. Гимената это у нас К, мы видим, да, в конце, или две согласные. Вот обратите внимание, вот он, хоммик, леммик, первиц, ТС, тютру, уйник, сейрик, тулик. Теперь
Вот это исключение, это третье, вернее, не исключение, это вот замечание, нота бене, да, что здесь мы имеем в виду, имеем все-таки, если окончание лик, вернее, суффикс добавляется, то тогда это третья точно долгота. Но, опять же, идем дальше, в именах окончание сочетание согласных, сильное согласное, значит, сдвоенное, опять сочетание согласных. Тут сочетание согласных, сильное, сочетание согласных. Вот в этих словах кунштлик, кунштлик, мызник, тут это конечный суффикс, лик или ник, он сам тоже изменяется в падежах. Кунштлик, кунштлику, кунштлику, кунштник, кунштнику, кунштнику, мызник, Там мызнику. удвоение идет, да, Ильнар, мы Да. обязательно Значит, когда-нибудь... это уже склоняется как бы мы, точно так же, как слово тик-тику, тикку. Значит, это как сложное слово, таким образом. Да, но давайте подвинемся дальше. Это третья долгота, к ней еще у нас, видите, Да. идет грамматические и вот все эти закономерности, это все очень интересно. Нам сейчас, помните, ваша главная первая задача – услышать правильное произношение. И, конечно же, познакомиться просто познакомиться. Может быть, Наталья, может быть, я все-таки еще попробую высказать эти имена, Арнольд и другие, с акцентом, с русским акцентом. Хорошо, давайте рядом тогда, правильно? Правильно. Арнольд и русский. Арнольд. Эрик. Эрик. Эвальд. Эвальд. Вальд, конечно. Эвальд. Ну, да, давайте Арнольд. Арнольд, вообще-то скажут. Да, но если уж по-настоящему. Арнольд. Да. Но если учесть, что ударение на первом слоге, главное ударение, да? Ну, хорошо, даже Арнольд. Арнольд, да. Вот. Арнольд. Эрик. Я бы даже сказала Эрик. Эвальд. Я причем не утрирую, а это именно так, как я бы, например, прочитала. Эвальд, Эрик и Арнольд. Да? Ну, если уж это... Но на самом деле там совсем другая динамика. Арнольд, Эрик, Эвальд. Помните, да? Да. Помните, скорую помощь, она вам поможет как камера. И Феликс, Роберт, Роланд, да? Все это впереди. Давайте сейчас, Эйнар, арвуйте, силлуйте, армастус. Что такое? Да вот здесь уже у нас трехсложные слова, или атмосфер, норматив даже четырехсложные. И в чем тут дело? Тоже второй слог оканчивается на геминату Т или сочетание СТ, СФ, норматив, да? Т точно у нас Т гемината. Но тут дело в том, что эти слова образуются как бы вариантами или тулетта. Они, значит, если мы смотрим на следующий ряд, õpetama, kasvatama, joonistama, armastama, эти глаголы с суффиксом та или ста. Учиться – это õppima, но õpetama – учить, научить. Õpetama – преподавать. Õpetama. И тут этот суффикс та является тоже, как вы уже знаете, тут это гемината т, но кончит второй слог, и поэтому
мы никак не можем таких слов произнести на третьей долготе. Öppetama. Это Т уже изменилось, да? Öppetama. Нет, öppetama, kasvatama. Kasvatama, kasvatama. Joonistama, рисовать. Joonistama. Armastama. Важное слово, да? Armastama. Любить. Armastama. Опираемся на «с», так как в слове «joonistama». Kõrvaldama. Здесь просто «т» выражено в короткой форме. Он является здесь вместе со звуком «л». Kõrvaldama. Soojendama. «т» со звуком «н». Soojendama. И вот всех таких словах при изменении слова долгота не изменяется. Все эти слова остаются всегда на второй долготе, так что вы можете, когда вы учите новые слова, вы уже знаете, что здесь это «та» или «ста». Хорошо, я знаю. Тут спокойно можно высказать на второй долготе. Инна, а если ма инфинитив уберем, просто kasvata, joonista, это там... Да, во всех формах. Õpetama, õpetan, õpetada, õpetasin, õpetatud, õpetanud. Совершенно невозможно высказать эти слова в третьей долготе. Они всегда остаются во второй долготе, значит, толчковым ударением. А эти слова arvuti, sillutis, armastus, эти слова уже вытягиваются, этих armastama, да, arvutama. Здесь норматив, они, конечно, уже заимствованные слова, интернациональные. Тут просто это формально влияет, это правило, что если второй слог оканчивается на геминату или на сочетание, то обязательно на первом слоге толчковое ударение. Атмосфера. Норматив. Такое дело. Ну, получается, если armastus и armastama, это все во второй долготе, значит joonistus. Да, Kasvatus, õpetus. Точно. Да? Kõrvaldus, если такое возможно. Это все очень, вот все, что в конце есть ст или та, соответственно, отглагольные существительные, да, и вот переход из существительного глагола, все они будут во второй долготе. Вот очень полезная проверка, да, то есть это когда сработает ваше правило, когда вы уже слышите и сомневаетесь в ту или в эту сторону. Вот это вот та или ста вам будет давать важную интеграцию, да, намек, знак, это вторая долгота, и мы идем толчковым ударением, энергично, да, равные. Вот мне кажется, когда Инар говорит как будто падает мячик, и он подпрыгивает, да, ровными такими ритмичными ударами о землю. Да. И раз у вас будет любимый человек, эстонец, то никогда не говорите ему armastan, armastan, ma armastan sind. Запомните. Давайте сейчас попробуем, не знаю, получится. Слышали разницу, да, когда р за арстан или арстан, да? Нет, не так. Нет, не так. Так. Опора на звуки «с». Armastan. Ma armastan sind.
Думаем об «с» и стремимся к ним, и на «с» опираемся. Арс. И все получится. Ну, хорошо. Примеры еще второй долготы мы вас не оставим, раз уж вы просили, пожалуйста. Здесь очень много имен, которые раз и навсегда вы, прочитав, будете знать, что это произносится во второй долготе. То есть, Но тут слова, которые мы можем спокойно ставить в один ряд со словами «проуа» и «herra». Auto, firma, credo, motto, netto, brutto, alfa, polka. Между прочим, вы у многих, очень часто вы можете слышать у эстонцев, которые говорят альфа или полька. Это некрасиво, это в словах, в языках, откуда эти слова придут, наш язык, они без смягчения. Это альфа и полька, это произносят по примеру русского аль, поль, но в эстонском альфа, полька. Наталья, в греческом тоже альфа, да? Да, совершенно верно. Нет никакого автоматического смягчения. Да. Вот еще красивые имена, и женские, и мужские. Вот как они произносятся. И правильно тоже, да? Два слога и заканчивается на гласную. Да, еще я обращаю внимание на структуру этих слов. Здесь все они двусложные слова и оканчиваются на гласный. Второй слог оканчивается на гласный. Таких слов в эстонском, значит, исходно эстонских слов почти нет. Почти нет. Есть «ыхту», но он уже в третьей долготе по поводу того, что раньше это слово было трехсложное «ыхтако». «Ыхтако». И поэтому тут сохранилась третья долгота. Но такие двусложные слова с конечным гласным, они в эстонском в принципе всегда второй долготы. Также «herra» и «proua». Они тоже не эстонские слова, да, они заимствования из германского, немецкого, извините. А вот у нас много таких личных имен, которые имеют такую структуру. Тина, Ирма, Алма, Лена. Но вы тут уже знаете, что это как будто русское имя. Ну, Елена, конечно, но короче, Лена. В эстонском оно Лена. Aino, Luule, не Luule, а Luule. Laine, Helve, Sirje, Helju, Silvi, Liisi, Tuuli, Eevi. И вот обратите внимание, тут опять заимствованные имена Эва, Ата, Ита. Они совершенно международные, пишется поэтому с одной буквой первый слог, но произношение все-таки с толчковым ударением, вторая долгота. Эва, Ата, Ита. В первом было Эва, Ата, Ита, как если было если не... было первое. Да, если было бы первое, но Эва, Ата, Ита. Вот
Почему у нас нет слов с такой структурой? А поэтому, что такие слова, когда-то они были, они все теряли свой конечный гласный. Например, слово «мец» было раньше «меца», и теперь «мец». Слово «лом» – зверь и животный. Раньше было «лома», но теперь «лом». И поэтому в эстонском таких двусложных слов нету. Они все перешли на третью долготу, так как они односложные. А имена остались, так как они раньше были, если они были еще, но они взаимствованы из других языков. Например, Лена, мы Леню мы уже говорили, но Айно, например, финское имя, Луле – эстонское слово, но Лайне тоже эстонское слово, но вот в языке эти слова и меняют свою долготу. Лайне, лайне, лайнет, луле, луле, лулет. Но раз они являются именами, тогда у них долгота не меняется. Чередования нету. Тина, 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 Ирма, Ирма, здесь, Ирма, значит, они всегда во второй долготе. Эйнер, а здесь нету имени Анна. Она ведь тоже во второй долготе. Я не слышал слова. Анна, Анна. Анна, да, Анна, конечно, вторая долгота. То есть Вторая долгота. если имя двухсложное заканчивается на гласную, то оно, конечно же, будет во второй долготе. Ну и что там две Е, две У или И, вот Лина, Туля, Лис, Тули, да? Из-за того, что в конце есть гласная, мы произносим это во второй долготе, не делаем... Правило. Это можно взять как правило. Да, потому что иначе это было бы Тули, да? Мы должны были бы последний слог сделать очень коротким, и тогда это имя звучало бы невнятно, да? Второй слог не звучал бы, и имя стерлось бы. То есть оно бы не звучало правильно, не звучало бы красиво, гармонично. И также мужские имена. Велло, Райво, Heiно, Arno, Arvo, Hando, Marko, Kalle, Aare, Arvi, Эти, Пету. Очень-очень много таких. Здесь только маленькое количество таких. Эстонские имена, их много, очень-очень. У нас нет такого канона, как в русском языке. Но, значит, есть определенное количество имен, которые больше всего употребляются. Но в эстонском это очень много можно выбирать из большого количества. И вот тут в ряде мужских тоже такие, которые пишутся одной буквой, Ато, Уно, Пруно. Они международного происхождения, поэтому пишутся так, не по-эстонски, а произносим всегда все-таки с долгим, значит, говорим полудолгим, да, не Ато, Уно, Бруно, а Ато, Уно, Пруно. И вот тут, наконец, некоторые фамилии, они тоже по тому же правилу. Kalmo, Vente, Veike, Leito,
Но есть очень редкие исключения, например, языковед Саари, Хен Саари почему-то хотел, чтобы его фамилию высказали на третьей долготе. Саари, Хен Саари. Но я никого не слышал, кроме лично его, который произнесел бы таким образом, третьей долготой. Нет, все говорили Хензари, Хензари. То есть есть внутренняя логика, интуиция. Да. Со временем мы не зря просим вас слушать, да, каждый день не слушайте сказку, и потом уже просто радио на фоне. Это работает вот туда, в правильную наслушанность. Иначе не получится. Как знаете, вкус эстетически развивается благодаря насмотренности, так и фонетический слух и умение произносить, погруженности, как бы способности говорить, она тоже зависит от наслушанности. Поэтому слушаем, как только свободные уши, слушаем. А у нас есть еще для вас продолжение. Готово еще? Еще дальше идем? Или вы уже устали, знаю, но дайте знать. Вы еще с нами? Еще слушаете? Вот это сейчас вам и объяснение, и в большей степени на слух, да. И мы перешли уже к третьей долготе. Вот, красным, как всегда, отображено то, что отличает и только присутствует в этой долготе, ну, и остальные черным прописано то, что есть и в других долготах. Итак, это бросок, соотношение слогов длинный, короткий, сначала длинный, потом короткий в конце, да? И это все односложные слова. И тут ломается, как говорится, мозг, потому что как же так? Что значит односложные слова, один слог и третья долгота? Причем не просто иногда, а всегда. То есть вот эти вот слова «кас», «ус», «муль», «он», коротенькое слово, самое популярное, да, быть, он, и это третья долгота. Даже если не написано две буквы. Как же так, например? Что же это такое? Почему так может быть? Да, это тут на конце слова у нас всегда в таком случае долгий звук, удвоенный звук. И хотя на письме может быть одна буква только, муль, шуль, кас, но в эстонском произношении есть правило, что за ударением всегда следует расслабление. Значит, должно быть такого пространства в слове для опирания, для расслабления, да? Иначе это было не эстонский. Эстонец должен всегда взять дела спокойно. Значит, делаем... Я так поняла, что да, делаем... это необходимый тормозной путь, да, он нужен. Делаем, напрягаемся и потом отдыхаем. Толчок, опирание, бросок, опираемся, расслабляемся. Это универсальные правила эстонского произношения. То есть вот это все такое коротенькое, да? Это и так и 2Л, но все равно это вот такое вот ранее в конце ослабление. Значит, это дает, если мы обращаемся с людьми, это дает нам возможность как бы дать знак о том, что мы уже готовы слушать собеседника. Микс. Не просто микс,
Да? С таким ну, серьезным голосом, да? Микс. Микс они ütleb, miks sa nii ütled? Значит, если за этим микс следуют уже другие слова, тогда можем это микс сказать быстрее. Miks sa nii ütled? Главное ударение на слове nii уже. А если только микс? Ах, so. Да, верно. Вот, смотрите, как красиво. И здесь вот прям на этом правиле, оно железное правило, а оно абсолютное правило. На нем можно отдохнуть и сказать, да, так и есть. Если односложное слово, значит, оно, значит, в третьей долготе. Значит, с этим мы разобрались. Да? И теперь мы приходим, если есть сдвоенные гласные или сдвоенные согласные, в том числе две, Т, К. Помните, если там одна П, Т, К, то это у нас третья долгота. Помните, да? А если здесь вот мы видим две П, две Т, две К, есть дифтонги или разные согласные рядом, то это третья долгота. Это оказывает на то, что первый слог долгий. Первый слог долгий, и нам там очень хорошо опираться на конце слога. Вот это первое правило, односложные слова, это, конечно, надо принимать так, что не только односложные слова. Односложные слова всегда имеют третью долготу, но кроме односложных слов, конечно, есть большое количество других многосложных слов, двусложных, трехсложных и так далее. Но все односложные принадлежат к третьей долготе точно. Ну и что? То, что мы видели с вами уже как в скобочках, как замечание, нота бене, во второй долготе, а именно то, что заканчивается на ли и ник, да, то есть именно суффиксы прибавляются, когда л и н не являются частью корня, да, основы слова. Нет, это когда еще вот лик и ник добавляются, тогда это точно будут слова третьей долготы. И пример уже мы разбирали, а сейчас снова, пожалуйста, включайтесь, Есения и Владислава, включайтесь, пожалуйста, давайте скажите примеры третьей долготы, найдите ошибки. Я жду от вас вопроса, потому что здесь у нас есть такое слово, которое может переводиться как «дай» на русский, а может быть просто женский имя. Анна. Да, вот Анна, если имя, мы уже про это проговорили вот буквально недавно, тогда это вторая долгота. Анна. А может быть Анна. Анна. Дай, правильно. Ой, как красиво. Это уже третья. Да, это уже будет третья. Правильно. То есть тогда мы, если это не имя, если это глагол повелительного наклонения, да, то тогда это все правильно. Хорошо. Кась. Да? Попросим Эйнара прочитать. Пожалуйста, Эйнар, прочтите. Кайс, kool, Anna, on, olla, oled, mets, kell, kus. Ой, какая интересная задачка. Ну-ка, ну-ка, найдите это слово, которое не относится к третьей долготе. Что это за слово? Ол. Тут несколько слов. Нет, одно, Эйнар. Несколько слов, которые не третьи. Значит так, оле. Олла.
Olla – это третье. Имейте в виду, что Олет. Анна Олет. это не имя, это глагол. Усына. А это глагол тоже. Anna. Anna mulle raha. Anna mulle süüa. Мгм, Дай мне. мгм. Anna. Если да форма или ма форма, антма и анда – это третье, но повелительное наклонение – Анна. Анна. Мгм. Слышите, да? Вторая Иначе говоря, мы обнаружили, что Анна сия, да? долгота. То есть Анна это вторая долгота, а олед это какая долгота? Олет. 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 Вторая. Олет. 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 Но это не третья, вторая. Э, Почему вторая? Давайте пойдем посмотрим. Почему вторая? Там есть ПТК внутри? Нет. Какой здесь гласный? Закрыть Ударный. рот. Олет. Ударный, гласный, короткий. Олет. Мгм. Олет. Если я сказал бы, если я бы сказал олет, вот тогда было олет. Или, например, слово хоне, здание, хоне. То было второе. Но олет – это короткий о с одной буквой только, поэтому первая долгота. И гласное, согласное, гласное, согласное. Вот. Было бы. Мы имеем здесь первую долготу в чистом виде. Немножко смутило вас, что в примерах первой долготы у нас были ире, да, иса, эйма, и в конце не было согласных. Да. Но Конечно, в конце может быть согласие это не согласное. мешает делу, это ничего не значит. Это может, в конце может быть один согласный, но спокойно. Если там сочетание, олекс, например, это тоже первая долгота, олекс. Да? Так как о короткий и л короткий. Ну, мы сейчас берем именно основные формы, не берем, поскольку, смотрите, почему важно брать сейчас основные формы и рассматривать с окончаниями падежными. Почему? Потому что, давайте вспомним правило, в какой форме, в какой долготе стоит в омастов, да? В такой будет стоять долготе и все остальные с падежными окончаниями. Сохраняется долгота, сохраняется произношение вомастов, и мы добавляем все те окончания, которые нужны, и ничто не меняем. Например, кайс, односложное слово, третья долгота, да. А теперь кайси, омастов, кайси сапа, кайси toit. Tere, да. Kassiga, lähen kassiga arsti juurde. Kassisöök, kassil on täna paha tuju. Mu kassil on käpp haige. Kassil on must saba. Valgel kassil on must saba. No vot. Kassile, ma ostan kassile värsket toitu. No nii, kas on aeg tuttu minna? Kuidas? Ma ei kuulnud, ma ei saanud aru. Kas on aeg tuttu minna? Ja nüüd on aeg tuttu minna, jah. Третья долгота, да? Tuttu. Ну, пожалуйста, обратную связь Владислава Есенина. Что сегодня вы для себя нашли, открыли? И все наши дорогие участники в Фейсбуке. И Наталья, жаль, не смогла присоединиться, технические были проблемы. И все остальные, что сегодня было важным для вас, что вы для себя узнали, подведем итог.
Ну, я еще раз убедилась в том, микрофончик включен, убедилась в том, что все-таки на слух. Все это делаться должно на слух. И чем больше ты будешь слушать, да, но они тебе просто будут мотаться на ус. Ну, только таким образом. Потому что вы какой-то алгоритм, и из него исходить, ну, это слишком сложно. Но Просто- если вы его знаете, Слушание, да. да, но если вы его знаете, знаете, зачем он нужен? Для того, чтобы закрепить. Для того, чтобы, когда пройдет время, мы же понимаем, что язык может использоваться, может не использоваться. Когда пройдет время, когда автоматизм немножко сотрется, вы не будете, может быть, использовать язык, он немножко как бы застоится, то благодаря правилам вы быстро вспомните. И в моменте, конечно же, сомнения для тренировки тоже хорошо осознавать, ну, не знаю, и побеждать легко в споре, когда вы помните правила, да, сомневаетесь, кто-то вам говорит, нет, не так, вы говорите, нет, вот так. Это тоже полезно. Хорошо, Владислава. Спасибо. Что правила важны, но функция их другая. Мы не от правил идем к произношению, к владению языка, а правилами уже описываем то, что мы понимаем и умеем физически, и слышим, различаем, да? Но, может быть, что-то еще было интересное. Переубедили мы в чем-то вас, думали, что будет так, а стало по-другому. Анна. Оказывается, Анна, а не Анна Мулле. Да. Смотрю. Да, Владислава, ваш комментарий. Нет, ну важно слушание и повторять. Угу. Ну, говорить без того, чтобы произносить, не очень-то получится, глазами почитаешь. Да, некоторые думают, особенно те, которые, ну, я это знаю. Знаешь, конечно, извлечь должен. Да? Это очень важно понять, что у нас ухо и произносительные органы работают совместно. Так что только прислушивая и в то же время высказывая, мы получаем правильные ощущения здесь. А если только слушать, или если не слушать, а просто умом стараться, то не получается. Значит, совместная работа. Помните алгоритм, да, сначала слушаем, просто слушаем, потом слушаем и произносим беззвучно, одновременно, параллельно, потом уже пытаемся произносить сами как эхо, да, или хором вместе вслух. И тогда будет максимальное сохранение начального эталона. Спасибо всем большое, огромное спасибо, Есения, спасибо, Владислава. Suur tänu Eeti, niimoodi oli koos praegu olla ja kõikidel teistele ka suur tänu. On juba õhtu käes, aga te olete veel meiega. Ну что ж, дорогие друзья, встретимся с вами на следующей неделе в 19:30. Дайте знать, если вы хотите прийти к нам в эфир. Видите, Есения, не страшно было в эфире? Владислава уже раньше. Нет, не страшно? Вдохновите остальных, да? Пусть приходят. Meeldiva kohtumiseni. Kõike head. Kõike head. Nägemist.